Яркая, харизматичная, всегда в движении и в работе, полная идей и проектов. Сардана Константиновна Андреева, председатель общественной организации «Союз коренных малочисленных народов Севера» Аяман Мирнинского района. За неполных 2 года общественное движение северян заявило о себе в полный голос. О том, как шли к этому, как мечты и желания воплощаются в жизнь, о гордости за свой малочисленный, но сильный народ. Об этом и другом в интервью с Сарданой Андреевой смотрите сегодня в нашей программе. В 2025 году мы провели первый фестиваль. Тогда и то тоже, более масштабный, по географии тоже был масштабный. Очень хорошо. Остались довольны, поскольку первым разом, конечно, были недочеты, но тем не менее, все равно же мы люди понимающие, что с первого раза ничего так может не получиться. Понимали это. С этим чувством так и решились на этот фестиваль. Был дан очень короткий срок. В этом году уже как-то более, мы уже, уже база была прошлогодняя, уже понимали все недочеты, разбор полетов проводили. Сардана Константиновна, это все-таки очень смелый шаг в таком индустриальном районе проводить праздник коренных малочисленных народов Севера, при этом собрать всех. То есть, я так понимаю, вы поименно знаете всех представителей КМНС своего района, да? Конечно. Поскольку у нас и так мало на самом-то деле. Большинство у нас эвенки. Это уроженцы Тасюрях села и уроженцы села Сюльдюкар. И еще в этом году у нас с прошлого года, с 2025 года, где-то очень активно сейчас работает общественное движение Ументегин в городе Удачном и поселке Айхала. Это Айхало-Удачнинское движение, наша северная площадка. Они уроженцы почти все из Оленёкского улуса, поэтому тоже эвенки. В нашем регионе эвенков очень много, а других остальных эвенов мало, юкагиров мало, а в этом году в прошлом году, в 2025 году, и так мало юкагиров было, сейчас уже 6 человек из нашей группы уже переехали в Якутск, в связи с этим еще их мало осталось. Как пришла идея начать общественное движение? Это же очень много сил и времени требует. Я бы не сказала, что это такой резкий толчок. Я к этому шла уже годами, созревала. Внутренне какое-то было недовольство тем, что я же знала, что я из этих мест Мирнинского. Я сама выросла в Сунтарском районе, в селе Кокуну. И когда переехала в 1995 году в город Мирный, я как-то ожидала, что тут, я знала, что я должна тут увидеть эвенкийскую культуру. Но этого не увидела. Годами ждала, потом несколько раз пыталась поехать в Сюльдюкар, потому что я слышала, что там какие-то обрядовые церемонии там эти проводят, но никак не могла попасть туда, поскольку дорога там по пропуску. В общем, все как-то сложно было. В Тасюряхе тоже не проводили, в Мирном тоже, даже на концертах хочется увидеть северные танцы, северные песни на эвенкийском языке. Я просто сперва удивлялась уже по незнанию. Но я же росла и знала, что тут эвенки. У меня корни-то эвенкийские. И я думала, перееду, у меня будет такая возможность увидеть это, ознакомиться, узнать. Такой возможности не было. Как говорится, пока сама не сделаешь, этого не сбудется. А так, когда я уволилась с работы и начала частную практику юристом, я сама работаю юристом, частно практикующий юрист, можно так сказать. Муж у меня адвокат Владимир Ефимов, он мне во всем помогает, советуемся с ним. Когда у меня началась частная практика, у меня появилось такое большое желание что-то сделать, хотя бы как что-то объединение какое-то,
просто вот я не могла, я последние где-то вот в 2024 году, октябрь, ноябрь, всю осень я не могла ни спать, ни есть. Советовалась с подругами, Туяра Неустроева, как можно сделать, анализировать, что можно сделать. Позвонила Наталье Спиридоновой, моей знакомой. Я знаю, что она эвенкийка тоже. И просто разговоры были по телефону, как можно сделать, как-то что-то же надо делать, так нельзя жить. Давайте что-то сделаем, что-то сделаем. Я буду вам помогать, вот так вот. Ну, чтобы документация, там, это как юрист я могла помочь. Я знала, что, ну, как бы могу помочь, но организовать что-то, посоветовать с бумагами, может, отчеты какие-то эти оформить, все спокойно, уставы сделать. Ну, как бы с моей стороны это вообще как бы не трудность. И вдруг резко решили группу в мессенджере организовать, чтобы знать вообще, сколько тут, определенное количество, кто желающий, может, активисты там выявятся, может, желающие нам помочь. Ну вот прямо в пустоту вот так вот. Мечта есть, а как осуществить? Ну, механизм сперва вот в мессенджере группе организовали, сразу же несколько членов правления, члены, это уже схема уже у нас была. И люди начали голосовать. Голосование у нас длилось, кажется, то ли 2 недели, то ли неделю. Голосовали. Сперва я же предлагала там, чтобы кто-то официально был председателем. Я говорила, обещала им помочь там это. Ну все, меня уговорили в итоге тоже податься на председателя. Я тоже как подалась, не подозревая, что меня изберут каким-то количеством. Ну, преобладание было количеством голосов. И как только проголосовали, и как только меня сделали председателем, я почувствовала вот на себя груз всей ответственности. А до этого как-то не задумывалась над этим. А группу в мессенджере решили назвать «Аяман». Вот с названием. А я долго, дня 2-3 искала, как назвать вообще группу. Позвонила подруге Туяре Неустроевой, тоже с ней посоветовались везде. Потом Игорь, уроженец Юльдюкар, он тоже филолог, ученый. Все советовались. Филологи, то есть Туяра тоже филолог, Игорь тоже филолог, а я как бы вдохновитель. Посоветовались и выбрали Аяман. В переводе это означает «мирный». Как раз вот где мы, Эялях, это «мирный». В месте, где проживаем, у нас, поскольку город Мирный, район Мирнинский, и это как бы вполне естественное название – Аяман. И решили потом и союз назвать Аяман, хотя могли и не называть. Ну, назвали. Поскольку я юрист, все делаю на бумаге сперва. Бумага. У меня положение, каждая игра, соревнование, фестиваль, каждое движение у меня чих-пых, все на бумаге зафиксировано. И когда все оформляешь, уже в голове как-то все формируется, как надо правильно, что с законами, что аналитика, что разрешено, что запрещено. Все как бы стараешься сделать все по идеальному. Конечно, идеала не получается, но мы стараемся, стремимся к этому. А в том, что когда вот заранее мы могли бы просто как бы союз эвенков сделать здесь, Мирнинского района.
принципе, преобладающее большинство. Но у меня подруги, знакомые, очень много, которые приехали из Устьянского, Улуса, Верхоянского, Среднеколымска, колымчане, момские, тоже ивены, ивенки тоже есть. Они же тоже хотят. Все мы как-то вот, все как мы, как семья. Они все вот как бы, мы родственники. Мы все, поэтому мы тут, Аяман, это и есть название, мы мирно живем, мирно сосуществуем, все вместе работаем, все танцуем. И эвены, и когиры, и чукчи, у нас все танцуем один чукотский танец, всем ансамблем танцуем эвенкийский, поем попури на чукотском, долганском, эвенкийском, эвенском языках. Юкагирский язык пока еще для нас загадка, но мы к этому тоже стремимся. Я хотела сказать, кстати, по фестивалю. Вот сейчас мы в фестивале же, да, почему этот фестиваль состоялся? Организовались, да, мы могли бы тихонечко какие-то между собойчики там проводить, мероприятия, но этот фестиваль мы хотели о себе заявить на самом деле сперва, потому что мы внутри же мы понимаем, чувствуем красоту своей культуры. Каждый народ у нас, северных малочисленных народов, чувствует. Он рождается с таким чувством красоты и уважения к своей культуре. Но поскольку общественность этого даже некоторые сами вот с таким чувством рождаются, но они не осознают этого. А что делать же с общественностью? Вот, думаешь, общественность, все равно общественное мнение, оно складывается, когда ты сам показываешь, демонстрируешь, рассказываешь. И у нас было очень большое желание, чтобы общественность тоже познала, узнала красоту наших языков, красоту наших песен, культуры, обрядовая какая часть она представляет, что... И мы хотели эту красоту, поделиться с этой красотой, с дарами своих предков, с нашим населением Мирнинского района сперва, а потом уже получилось, что у нас уже практически с каждым годом набирает обороты и республиканская почти. Западная Якутия к нам приезжает вся, получается, близлежащие улусы. И с Якутска, Себянкёля, Кобяйский улус, Устьянский, получается, Среднеколымск. Когда вот мы захотели сделать первый фестиваль в прошлом году, я вот долго думала, искала помещение, искала, где это можно сделать, думала вообще там, как происходит. Везде тыкалась, как все двери были закрыты, в общем. Там занято, тут аренда большая, тут это. И вдруг мне в голову прилетает, что у нас же есть родовая община Алом, и председатель такой тоже патриотически настроенный человек. И позвонила ему, попросила встречу. Он приехал, Иванов Георгий Михайлович. Я ему только-только начала говорить, фестиваль, давай проведем фестиваль, но у нас нету этого помещения, нету территории, где это можно было. Можно, у вас же есть база Чоналыр, можно. Он как только услышал, сразу, да. Он человек немногословный, сразу же, и этим было все уже
Словом, да. Я так обрадовалась, уже груз такой раз, и все. И все начали готовиться к фестивалю. Главное, место есть, помещение есть теплое даже. Желание. И потом наши мероприятия лучше получаются на открытом воздухе. Да, конечно. Природа, да. И как раз озеро вообще идеально соответствует представлению обрядовой части тоже, и где можно было бы там это на свежем воздухе соревнования. Мы же сперва хотели хотя бы как бы среди своих городских, потом, поскольку мы как бы все энергичные, получилось там раз, и каждая деревня за деревней, все уже подтянулись быстро, и все давай начинаем уже работу. Спасибо большое. Очень долго ждали этого. Как Николай Макарович сказал, мы ждали долго. Мы все ждали, каждый КМНС, представитель КМНС, он ждал долго этого праздника в прошлом году. Действительно, у нас этого потенциала хватит. Я так думаю, что главное было бы желание. Мы все вот эти обряды, мы обязаны перед нашими предками. Это наша обязанность передать своим детям. Было бы нехорошо, когда бы это все вот так вот с собой похоронили, увезли бы. Это так нельзя делать. То есть я так предполагаю, что ведется еще и исследовательская работа, да? Да, исследовательская, да. Наше сердце Эвенков, тут Миринского района, бьется в селе Сюльдюкар. Будем начинать с села Сюльдюкар. Эти старые фотографии, мы сейчас будем этими заниматься, где очень хорошие фотографии. У нас Влада Александрова горит желанием тоже заниматься этими фотографиями. Просто запечатлеть представителей, старые фотографии восстановить. Может, где-то, если они поистрепались, это все восстанавливать надо. Специалисты есть. Очень много брошюр, маленьких книжечек с воспоминаниями старые 60-х, 70-х, 80-х, 90-х, 2000-х годов. И мы хотим общий сборник. У нас мечта такая, чтобы у нас с архивами тоже связаны. Очень хорошая, качественная публикационная работа велась по каждому поселку. Огромная, хорошие, качественные книги, чтобы вышли. С фотографиями, с архивными данными, как это село образовалось. Очень хочется, потому что вот финансирование найти по этому поводу, потому что большая работа требуется. Но это все нужно запечатлеть, поскольку книга, то, что написано, это остается в истории. Чтобы провести такой фестиваль, это огромные же деньги нужны. Да, деньги нужны огромные. В прошлом году мы вышли из ситуации, мы сами как бы скидывали с группой. Денег у нас не было. Помогли спонсоры. Например, кстати, диаспоры очень сильно помогли тоже. Других национальностей. Мирный же многонациональный город. И в этом году тоже диаспоры помогают. В этом году масштаб уже другой. А в этом году мы заранее же, за год, сразу как только закончился первый фестиваль, я начала вот работу по грантам. Ну, поскольку там ограничения, мы в марте зарегистрировались, и надо было хотя бы 6 месяцев. Некоторые грантовые конкурсы, я уже не помню, сколько подала заявок, у меня в голове уже все запуталось тогда. Слишком много, часто все везде отправляла.
И тут Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия одобрило нашу заявку. И прямо это самая первая победа. Ой, как мы прямо тут прыгали, кричали. Это надо было. Ура! По телефону всем говорю, вот это ура! Наши такие. Это для 11 гостей. Питание, проезд, проживание. Вот которые мы талончики в этом году раздаем. Это по этому гранту. На каждый конкурс я подаю по 5, если сколько можно. Ну, ИНК я подала 4. 4 возможных сказали, я 4 подала. На каждый этот грант я подаю вообще по 1 миллиону. Сижу, печатаю и отправляю. Печатаю, отправляю. И Вода всё. камень точит. Да, в прошлом году, когда первый фестиваль проводили, администрация района, Аида Трифонова, она тоже очень активно работающий человек, и предложила, вот у них есть ага кюряга, то есть соревнования отцов и сыновей, и у них есть деньги на призы. Мы тоже обрадовались, конечно, поменяли положение уже по чуть-чуть, чтобы адаптировалось. Я особо такой пробивной себя не считаю. Я просто сухо предлагаю предложение и то, что они могут предложить мне. Предлагаю помочь, предлагаю поддержать. Если человек отзывается, ну, за каждым чиновником сидит человек. И если вот этот человек отзывается, то это отлично. Если нет, то что поделаешь. Мы никого не заставляем. Кто нам помогает, вот мы рады. В характере северных людей есть терпение. Да, конечно, да. И все равно надежда где-то всегда есть. Да, конечно. Я же выросла с таким чувством. Я знала, что мы такой род, из такого рода. Я знала, что мы отличаемся от других жителей. Как темпераментом, менталитетом. У нас другие были обычаи, такие слова некоторые. Я потом уже узнала, что это были венкийские слова, которые мы использовали. Некоторые роды-то, мои подруги, одноклассницы, они же этого не говорили, таких слов. А у нас почему-то это было естественно. Ага. И в такой семье, когда наш дедушка Габалар, говорили Сава, вот они род Савы. У нас даже группа тоже есть в мессенджерах со всего республики. Большая, огромная семья. Они тоже поддерживают меня и морально, и издалека. В прошлом году я попросила родственников, и они сразу приехали, поддержали меня. Антуанетта Абрамова, Арлхан Абрамов. А если желание вывести Аяман за пределы Мирнинского района? Имеется такое желание. Считаю, что спокойно можно за пределы. Это же очень хорошо, распространение. Было бы желание. Как весенний ручеек, преодолевая все преграды, несет свои чистые воды и вливается в величавые воды широкой реки, так и наш Аяман заявляет о себе в общественной жизни нашей республики. А мы желаем Аяману смелых идей, красивых проектов и претворения всех планов в жизнь. Бакалдадяклай стала Аяман, Айч Билде Джанилбу, Аймакаль.